Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Якутия отметила 77-ю годовщину Великой Победы. Многие мероприятия не обошлись без участия общественников. Среди них волонтеры Победы. О деятельности организации расскажет гость студии Алгыс Петров, руководитель Якутского регионального объединения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Алгыс, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите о деятельности вашей организации. «Волонтеры Победы» является всероссийским общественным движением, и она выделяется именно тем, что является самым большим волонтерским движением, которое занимается именно сохранением исторической памяти о Великой Отечественной войне. У нас наше движение является одним из самых больших волонтерских движений, охватывает более 300 тысяч граждан России и не только. Есть также и отделения в странах мира. И здесь мы ведем работу по 6 основным направлениям. Здесь у нас касается по линии работы с ветеранами, участниками Великой Отечественной войны. Здесь мы устанавливаем шествие над каждым ветераном. Здесь у нас есть и школьные отряды, работаем со школьниками. Есть у нас направление «Великая Победа», которое занимается проведением всех основных патриотических акций, мероприятий. Есть направление «Наша Победа», которое занимается именно пропагандой, можно сказать, да, современных достижений России. И, то есть наше движение, оно объединяет не только молодежь, все категории населения. В наше региональное отделение входят также и представители серебряных волонтеров. Да, это у нас граждане, кому за 50 лет. И они на самом деле очень активно тоже принимают участие. И если мы смотрим на наши мероприятия, то можно там увидеть и школьника, студента, рабочую молодежь и пенсионный возраст. И когда они все вместе говорят о победе, об истории, это является главной ценностью нашего движения. Ну, если говорить о Якутии, сколько у нас в республике проживает волонтеров Победы? Ну, у нас учет волонтеров, так скажем, происходит через наш федеральный сайт волонтеропобеды.рф, и там у нас зарегистрировано более 1300 человек. Здесь, в принципе, охват есть во всех районах нашей республики. В районах у нас очень активно по волонтерам Победы работают специалисты по молодежной политике. Также есть и сами общественники, потому что Победа для всех граждан, можно сказать, Якутии, для всех якутян является очень ценным, и поэтому они очень тоже активно занимаются волонтерской деятельностью. Якутия отметила 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В каких мероприятиях приняли участие волонтеры Победы? Волонтеры Победы у нас в Якутии являются одним из самых главных помощников в организации всех патриотических мероприятий, посвященных Великой Победе. В этом году мы принимали участие на самом-то деле во всех основных наших мероприятиях. И здесь я могу отметить одни из самых таких ярких мероприятий. Это у нас мероприятие «Поем двором», когда мы поздравляли каждого ветерана, участника Великой Отечественной войны, во дворе устраивали концерты, волонтеры также помогали, общались с ветеранами. Мы в рамках федерального проекта с «Единой Россией» также реализуем федеральный проект «Историческая память», в рамках которого мы работаем по мобильным бригадам помощи, когда каждому ветерану Великой Отечественной войны прикрепляется социальный работник, волонтер и депутат от «Единой России». И таким образом, с начала пандемии каждый ветеран у нас находится, да, и мы, конечно же, их всех поздравляем и всем им помогаем. И здесь стоит отметить то, что с каждым годом, к сожалению, ветеранов становится все меньше. На данное время у нас в республике проживает 25 участников Великой Отечественной войны. И это очень печально, потому что с начала моей деятельности, например, 3 года назад их было 110. Поэтому, к сожалению, ежегодно их все меньше. И ценность нашего движения, актуальность нашего движения с каждым годом все возрастает. Алгыс, вы сказали о шествии над ветеранами. Я так понимаю, вы оказываете помощь в течение всего года, не только 9 мая. Что делаете, чем помогаете? У нас один из самых главных таких лозунгов нашего движения является не только 9 мая. Помощь у нас оказывается в том плане, что во всех памятных датах обязательно поздравляем. И, конечно же, если родственники к нам выходят с оказанием помощи, мы обязательно тоже оказываем, получается, помогаем. Какова роль патриотического воспитания молодежи в настоящее время, ну и в связи со спецоперацией?
На самом-то деле патриотическое воспитание сейчас имеет очень важную роль во всем обществе. Если мы говорим о патриотическом воспитании, я думаю, что это вплотную касается именно сохранения исторической памяти. Потому что если человек считает себя патриотом, он в первую очередь должен знать историю своей семьи. А история и примеры героизма наших предков во времена Великой Отечественной войны на самом-то деле являются очень большим примером для всей молодежи. И мы равняемся на них. И здесь я хочу отметить то, что и те наши предки, которые оставались в тылу, да, они тоже наравне с участниками Великой Отечественной войны тоже имеют равную ценность. Потому что если мы говорим о Якутии, то минус 50, когда газа, света нет, ты еще должен работать ради фронта каждый день, да, это тоже очень большой героизм. И здесь, в связи с конфликтом на Украине, я хочу сказать, то, что это итог, на самом-то деле, десятилетней работы над переписыванием нашей общей истории. 82 года назад на границе нашей страны, Советского Союза, формировалась коалиция зла. Да, коалиция зла, которая поставила своей целью уничтожение всего советского народа. Советский народ победил с огромными потерями, но, как оказалось, истоки и источники этого зла не были выкорчевываны. И сейчас мы видим на самом-то деле то же самое. Сейчас на наших границах тоже формируется коалиция сверхлюдей, которая ставит цель переписывания истории. И если мы говорим об Украине, то здесь я вижу 3 этапа развития данных событий. Первый этап у нас происходит еще в годы Холодной войны, и особенно проявляется это в годы перестройки, когда евроэлиты, им как-то вот удачно получилось переформатироваться от пособников Гитлера, нацистов, в их жертвы. Второй этап у нас происходит после развала Советского Союза, когда евроэлиты уже стали планомерными, да, борцами против нацизма. То есть изначально они были пособниками, а вдруг стали еще победителями. И вот третий этап у нас происходит после расширения НАТО на Восточную Европу. Это мы видим в последнее время, когда уже весь цивилизованный мир, в кавычках, боролся не только с Гитлером, но также и со Сталиным. И самое главное, в этих моментах, в этих этапах мы не должны потерять свою молодежь. И поэтому очень важно сохранять историческую память о Великой Отечественной войне. Украина сама потеряла очень много людей в годы Великой Отечественной войны. Более 5 миллионов украинцев погибло. Более 2 миллионов украинцев были отправлены на рабский труд в Германию, где с ними относились как с животными. И сейчас мы видим то, что вот за 30 лет сформировалось новое поколение украинцев, которые искренне считают то, что Гитлер был освободителем Европы. Поэтому мы, как волонтерское движение «Волонтеры Победы», очень-очень встревожены с этими событиями. И если мы общаемся с нашими старшими товарищами, которые занимались долгие года с патриотическим воспитанием, то они всегда на самом-то деле говорили о том, что идет планомерное переписывание истории. И планомерная переписанная история оказалась очень сильной. И сейчас мы должны на самом-то деле очень сильно поддержать беженцев с Украины. И здесь якутяне на самом-то деле имеют очень хорошую особенность. Еще в годы наполеоновских войн, в 1812 году, здесь у нас сформировалась тоже вот гуманитарный штаб, да, где собирались деньги, провизия. В годы Великой Отечественной это было, Первой мировой это было. И сейчас у нас тоже работает добровольческий штаб по помощи беженцам. И вот уже за это время мы видим то, что якутяне очень активно начинают помогать, приносят свои вещи. Если даже мы смотрим, даже вот с арктических районов тоже приходит очень много вещей, разных продуктов.
И здесь мы еще сильнее должны помочь нашим беженцам. И, конечно же, каждый из нас должен сохранять память, рассказывать о своих предках, рассказывать историю Великой Отечественной войны, правду о Великой Отечественной войне своим детям, молодежи, ну и вообще всем. И здесь, на самом-то деле, мы должны очень сильно тоже работать. Потому что мы, как волонтеры Победы, тоже проводим ежегодные исследования сохранения исторической памяти. И, например, последнее у нас было в феврале в конце, где приняло участие более 8 тысяч школьников Якутии и провели тестирование под названием «Якутия в годы Великой Отечественной войны». Отличие данного теста от других заключается именно в том, что данный тест включает именно историю Якутии, да, участие Якутии. И тестирование включало 25 вопросов, среди которых были вопросы, например, как сколько принимало участие в годы Великой Отечественной войны с Якутией. Да? И из 25 вопросов в среднем ребята набирали по 5 баллов. То есть каждый вопрос 1 балл. То есть это на самом-то деле тоже является неким показателем. И мы тоже должны сейчас уделить огромное и очень сильное внимание именно сохранению исторической памяти. Поэтому призываю всех активно рассказывать об истории в своих семьях и сохранять память и защищать эту память. Ведь мы наследники Великой Победы и ветеранов Великой Отечественной войны, свидетелей тех времен с каждым годом становится все меньше. И данная ответственность, да, за историю тех, кто погиб за нас, возлагается на нас, на будущие поколения. Поэтому мы как можно хорошо должны сохранить об этом. Если вы не знаете историю своей семьи, историю своих участников, обязательно нужно поискать в архивах, поспрашивать у своих родственников, обязательно это записать, и можно даже собрать документы архивные и внести их в федеральный сайт «Память народа», чтобы история вашего предка осталась на века. Ну что ж, Алгыз, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам успехов в вашем благом деле. Спасибо. Но я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.